В канун Дня государственного флага Музей краеведения имени Тугана Мальцагова открылась выставка, приуроченная к этой знаменательной дате. Сотрудники музея подготовили стенд, на котором разместили важные документы, исторические справки, фотографии, где прославляют российский триколор на Земле и в космосе, на Северном полюсе и в высочайших вершинах мира. Фотографии Лейлы Албогачиевой, наших олимпийских чемпионов, военных. Мы видим, как наши олимпийцы, наши спортсмены на всех соревнованиях, защищая наше знамя нашей страны, наш флаг, побеждают. И очень радостно для нас, когда среди побед нашего государства, нашего российского спорта громко звучат имена ингушских спортсменов, и мы ими гордимся. Мы гордимся и нашими космонавтами, которые поднимают флаг России в космосе. Мы гордимся нашими подводниками, которые опускают это знамя под самую глубочайшую точку, под Северный полюс. Гордимся нашими спортсменами и даже школьниками, которые поднимают знамя России на Северном полюсе, на Южном полюсе. В труде и в искусстве, в науке и в спорте всегда и всюду знамя России держит крепкие руки ее лучших сыновей и дочерей. И вот посмотрите, на военных кораблях тоже поднимают это знамя России, этот флаг России. И вот видите, у нас есть фотография боевого корабля «Ингушетия», над которым также реет государственный флаг Российской Федерации. В этот день посетители музея приняли участие и во всероссийском флешмобе с флагом России. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые официально был поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сегодня флаг России – это официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхнего – белого, среднего – синего и нижнего – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом российском военном корабле «Орел», построенном в 1660-х годах. Законом же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны были поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен быть окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой. До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. Белый цвет, верхний цвет, означает чистоту помыслов, святость. По некоторым, здесь есть и другие версии толкования. Синий цвет означает доблесть, красный цвет – мужество, смелость, решительность. В апреле 1918 года советское правительство по инициативе Якова Свердлова приняло решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. И более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных торжественных событиях Российской Федерации. Но прежде всего мы, конечно же, подготовили документы, связанные с появлением в России вот этого символа, атрибутики власти, флага Российской Федерации. Это, конечно, и указ, и федеральный конституционный закон о флаге Российской Федерации. Эти тексты могут посмотреть любые сюда пришедшие посетители. Также у нас материалы, связанные с использованием этого флага. Также мы постарались показать, как именно должен использоваться флаг, что его могут использовать и простые граждане для того, чтобы отпраздновать какой-то праздник или просто повесить на балконе своей квартиры или над своим домом. Но обязательно их должны использовать государственные структуры.
Хотя сегодня сам праздник, День государственного флага Российской Федерации, не является выходным днем, но уже традиционно к этой важной дате приурочено множество мероприятий. Торжественные шествия, пропагандские акции, молодежные флешмобы, автомото, пробеги и другие. Их цель – рассказать россиянам историю праздника, важность и значение государственных символов России.